Республика Саха-Якутия – один из первых субъектов в России, в котором разработан и реализуется документ, определяющий перспективные цели и задачи развития. Якутия стал первым субъектом, в котором Счетная палата Российской Федерации решила провести свою коллегию по стратегии развития региона. Делегация федеральных аудиторов под председательством Сергея Степашина первым пунктом своего знакомства с реализацией приоритетных национальных проектов в республике посетила Национальный центр медицины. Пройдя по отделениям, представители контрольных органов убедились в рациональном использовании средств по проекту здоровья. Родилась в нашем центре девочка первая, и вот ей уже 7 лет скоро будет. То есть вы как-то даже отслеживаете? Да, мы отслеживаем. На 5-летие мы приглашали эту девочку к нам. Да. Угу, вот. Ей своих... Да? 20% родов в этом году больше, чем в прошлом году. Да, в этом году уже получается по полугодию за 6 месяцев на 20. Это благодаря что простимулировало? родовым сертификатам Сработало, и да? материнский капитал. Срабатывает, да? Да, срабатывает. Сейчас стали больше рожать. То есть люди женщин. верят, понимают, Да. что это... Да. В Центре охраны материнства и детства Сергей Степашин подробно ознакомился не только с работой медперсонала. Он внес предложение поработать над повышением зарплаты медикам. Официальная делегация ознакомилась с работой нового оборудования перинатального центра, а также поучаствовала в выписке в родовом отделении. Поздравляем мы вас, милые. Рожайте 5-го. Дай Бог, чтобы можно было на что жить, чтобы дома было все в порядке. Чтобы власть сегодняшняя, которая работает очень хорошо и замечательно, на мой взгляд, могла и дальше делать все, чтобы женщины больше рожали, а мужчины дома могли их лелеять, кормить, содержать хорошее хозяйство. Правильно? Согласны со мной? Спасибо всем работникам центра. Знакомство с реализацией приоритетных национальных проектов теперь по линии образования продолжилось в здании факультета естественных наук Якутского госуниверситета. Гости осмотрели выставку «Инновационная образовательная программа Якутского госуниверситета». Делегация Счетной палаты знакомилась с планом индивидуальной застройки студенческого городка и 36-го квартала города Якутска, а также побывала в историко-архитектурном комплексе «Старый город». Но главным событием визита стало проведение в овальном зале Дома правительства республики совместного совещания членов коллегии Счетной палаты России, Президиума контрольно-счетных органов Российской Федерации и руководства республики, где на примере Якутии стратегический аудит рассматривался как инструмент повышения эффективности управления социально-экономическим развитием регионов России. Добрый день, уважаемые друзья. Как нельзя лучше концовка очень компактного и содержательного ролика закончилась ярким названием «Стратегия будущего». Именно этому и стратегии будущему, и стратегия аудита как инструмента повышения эффективности управления социально-экономическим развитием страны впервые в таком составе, по сути дела, половина коллегии Счетной палаты России и Президиум Ассоциации контрольно-счетных органов страны, приняв с большим удовлетворением предложение руководителя республики Вячеслава Анатольевича Штурова, руководителя законодательного собрания, решили в таком составе здесь, в Якутске, обсудить именно эту тематику. Как вы знаете, наша страна за последние 15 лет пережила период кризиса, фазу восстановительного роста и даже накопила значительный инвестиционный резерв. Задача устойчивости и управляемости в целом в России решена. И на повестке дня сегодня стоит задача развития. Общенациональные приоритеты и стратегии развития страны сформулированы достаточно четко и конкретно в послании главы государства и Федеральному собранию, и в доктринальных документах нашего правительства. Стратегирование как магистральный путь развития страны не новация России, а общемировая тенденция и объективные условия национальной конкурентоспособности. Российская Федерация по оценке международных институтов занимает по валовому национальному продукту 61 место, а по удовлетворенности качеством жизни 162-е. Полагаю, именно поэтому глава государства включил в число 43 основных показателей регионов в недавнем своем указе 4 показателя качества, которые характеризуют в том числе удовлетворенность населения деятельностью региональных правительств.
На сегодняшний день у нас есть опыт реализации приоритетных национальных проектов, который наглядно показывает, насколько сложно и важно правильно сформулировать критерии и показатели развития. Кстати, сегодня мы с большим удовлетворением посмотрели, как реализуется один из национальных проектов, связанных со здравоохранением, и второй, связанный с высшим образованием в Якутии. Действительно, если результаты субсидирования молодых семей на приобретение жилья оценивать в рублях, а не по числу тех, кто получил квартиры, то квартирный вопрос можно решать еще очень долго. Понятно, что у исполнителей зачастую возникает заинтересованность в фальсифицировании показателей, если от них зависит объем субвенций и инвестиций. Мы все видим, как относится население к реализации проекта здоровья, когда во главу угла, не во всех регионах, а в части из них, был поставлен учет лекарств, а не их доступность больными, и когда с ростом ассигнований растет число платных услуг и снижается бесплатных. Вот здесь я хочу оговориться, то, что мы видели сегодня в медицинском центре Якутии, говорит о том, что где региональные власти, правительство, руководители региона, законодатели по-иному относятся к решению этих вопросов, мы видим и иную картину. Материалы проверок Счетной палаты свидетельствуют, что система показателей отчетности в приоритетных нацпроектах пока недостаточно связана со стратегическими целями и доктринальными документами, включая послание президента, сводный доклад правительства, программу социально-экономического развития России. И это несмотря на значительные расходы на их разработку различными консультантами. Как следствие, пока еще трудно оценить результаты деятельности правительства и других объектов и субъектов бюджетного планирования по достижению поставленных перед ними целей. А поскольку цели мероприятия программы недостаточно увязаны между собой, то невозможна сводная оценка и сопоставление успешности реализации проектов, а также их своевременная корректировка. Правда, я должен отдать должное, и вы, наверное, со мной согласитесь, что включение в орбиту и назначение первого вице-премьера Дмитрия Медведева именно как координатора национальных проектов, а я бы даже позволил себе такое образное сравнение, как руководителя госплана по реализации нацпроектов в нашей стране, и системная работа и с аналитикой, и с получением данных в режиме онлайн, и системных контрольных мероприятий позволили в течение последнего года достаточно серьезно улучшить реализацию нацпроектов. Поэтому я думаю, что вопрос о участии, роли и месте в этой ситуации исполнительной власти как в центре, так и на местах является чрезвычайно важным. Естественно, уважаемые коллеги, показатели развития регионов не могут совпадать на 100%. Слишком различны стартовые экономические и природные условия. Но, безусловно, необходимо договориться хотя бы об основных показателях развития для сопоставления проблем, потребностей и координации мер для достижения целей развития. Очевидна также возможность и даже необходимость дополнительных, специфических для данного региона показателей, и они также могут быть ключевыми. Необходимо идти не от статистики отдельных показателей к оценкам целей развития, а от стратегических целей и ценностей к требованиям Росстата по расчету показателей в центре и на местах. При этом сбалансированность показателей развития остается системообразующей задачей. К сожалению, заниматься проблемами стратегирования приходится в условиях сложившихся в период кризиса принципиальных бюджетных диспропорций, которые, согласно новому бюджетному кодексу и проекту трехлетнего бюджета, фактически консервируются на среднесрочную перспективу, а возможность бюджетной поддержки институтов развития блокируется 10% барьером резервного фонда. И только вмешательство главы государства, президента России, позволило направить сотни миллиардов рублей на создание стартовых условий для проектного развития страны, включая становление Банка развития, венчурного фонда и других институтов развития. Открыло возможности не на словах, а на деле для частно-государственного партнерства, наиболее масштабным примером которого является схема комплексного развития производительных сил транспорта и энергетики Республики Саха-Якутия до 2020 года. Можно даже сказать, что именно здесь проектируется локомотив, способный потянуть за собой будущую экономику России. И, естественно, мы не имеем права на ошибку. Совершенно очевидно, что якутский проект не будет единственным прецедентом практики проектного развития страны. Контрольно-счетные органы должны стать партнерами правительства, губернаторов, участников частно-государственного партнерства в реализации планов социально-экономического развития. И эта помощь должна заключаться прежде всего в реальной независимой оценке хода реализации намеченных стратегий проектов. В этой связи
Нам необходимо поднимать контрольно-ревизионную и, что самое главное, эксперт-аналитическую деятельность на качественно новый уровень. Для оценки стратегически важных проектов необходим стратегический аудит, как контур обратной связи в системе стратегического управления. Суть его состоит в обеспечении комплексной оценки заявленных планов, механизмов и результатов их реализации, выявлении источников роста и контроля эффективности использования ресурсов в контексте общенациональных приоритетов. Для аудита стратегии будет нужна не только новая система показателей, но и новые организационно-методические решения, которые затрагивают стадии стратегического планирования, реализации планов и аудита по текущим и конечным результатам. Что касается непосредственно Якутии, гостями которой мы являемся, то, безусловно, она сегодня один из лидеров в формировании стратегии регионального развития. Разработанный проект освоения Юга Республики и схема комплексного развития производительных сил, транспорта, энергетики стоимостью триллиона рублей рассчитаны на десятки лет. Принятые правительством решения должны радикально изменить ситуацию, собственно говоря, это уже и происходит в экономике, увеличив объем валового регионального продукта в 2020 году в 2,8 раза, доходы населения в 3,6. Уже к 2012 году Якутия должна стать бездотационным субъектом Российской Федерации, и я полагаю, здесь, в Якутске, можно с уверенностью сказать, что так оно и будет. Сергей Степашин заострил внимание на необходимости привлекать финансовый аудит при планировании развития регионов страны. На наших глазах формируется принципиально новая система отношений власти, бизнеса и общества, которая может реально обеспечить конкурентоспособность, безопасность и устойчивость развития страны. Складывается в том числе новая система имущественных и правовых отношений, включая формирование региональной и федеральной казны. Этот вопрос напрямую связан с регистрацией и оценкой земель, основных производственных фондов, иных материальных и нематериальных активов. От результатов этой работы напрямую зависит капитализация активов и, как следствие, возможность привлечения дополнительных инвестиций для решения экономических и социальных проблем. Полагаю, что все эти проблемы не могут не находиться в центре внимания органов внешнего контроля. В целом, очевидна необходимость принятия законодательных актов на федеральном и региональных уровнях, которые должны регулировать отношения основных экономических акторов в лице власти, общества и бизнеса при формировании и реализации прогнозов, концепций и стратегий развития, согласовании целей, приоритетов и путей их реализации. Очевидно, что в рамках стратегического аудита возникает множество самых разных проблем, о которых, я думаю, будут говорить участники сегодняшней конференции. Не могу не остановиться еще на одной из них. Организация учета, обработки и представления достоверных данных, объективных, а не надуманных данных, является непростой и недешевой задачей. Поэтому, когда правительство утверждает сегодня сотни показателей БОРа и других данных, то необходимо ответить на вопрос, кто и за какие деньги будет это делать. При этом необходимо, чтобы не только федеральные и региональные власти, но и население могло увидеть реальное состояние ключевых показателей и тенденций их развития. Надо давать себе отчет в том, что усилий только Росстата, контрольно-счетных органов, счетной палаты, контрольного управления президента России может оказаться недостаточно. Мировой опыт свидетельствует о необходимости участия общества в контроле за реализацией крупномасштабных, значимых для всех проектов. Вы уже, наверное, знаете, что в счетной палате открыта общественная приемная, и, возможно, наш опыт будет полезен для региональных контрольно-счетных органов, вплоть до образования своих общественных палат в субъектах Российской Федерации, активно взаимодействующих с контрольно-счетными органами. Это поможет, на наш взгляд, формировать не только заинтересованность общества в реализации крупных национальных проектов, но и ответственность власти за взятые обязательства, результаты и последствия реализации данных проектов. В этой связи представляется целесообразным, на наш взгляд, рассмотреть наши общие возможности. Я бы их сформулировал следующим образом. Первое – это организация работы совместно с заинтересованными руководителями регионов по выбору основных критериев и ключевых показателей развития регионов. Пусть их будет 6, 8, 10, но они должны быть объективны, продуктивны для стратегического планирования и контроля. Второе.
Уточнение планов и проведение совместных научно-исследовательских работ по разработке методик комплексной оценки результатов стратегического аудита с точки зрения балансов ключевых показателей. И третье. Разработка концепции, может быть, и проекта модельного закона, насколько я знаю, над ним сегодня работает Министерство экономики, о стратегическом планировании и обеспечении социально-экономического развития. Кстати, такое поручение было дано Владимиром Владимировичем Путиным совсем недавно. Стратегический аудит должен войти в практику деятельности контрольно-отчетных органов субъектов России, стать в их руках действенным инструментом повышения эффективности управления социально-экономическим развитием регионов. Большую роль в распространении стратегического аудита, в налаживании тесного взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-отчетных органов субъектов России при экспертизе стратегических проектов социально-экономического развития регионов и страны в целом должна сыграть Ассоциация контрольно-отчетных органов Российской Федерации. Такое взаимодействие крайне важно, поскольку результаты социально-экономического развития регионов и страны в целом во многом зависят от качества управления, согласованности действий на всех уровнях власти, в том числе от надежности и эффективности внешнего государственного финансового контроля. Президент республики Вячеслав Штыров остановился на ключевых моментах схемы комплексного развития республики по формированию новых отраслей во взаимосвязи с другими регионами Дальнего Востока. Система контроля, она, с одной стороны, показала свою эффективность, но, с другой стороны, понятно, что ее деятельность, пункт первый, ограничивается проверкой использования финансовых иных ресурсов по целевому назначению. Значит, это с одной стороны. И с другой стороны, проверка эффективности уже использования средств как уже совершенного действия. А на новом этапе развития Республики Саха-Якутия, да и в целом Российской Федерации, возникает необходимость такого предвидения, планирования, прогнозирования развития как народного хозяйства, так и социальной сферы. И в этой связи мы должны создать совершенно иную систему аудита будущих событий, будущих решений, их эффективности. Для нашей республики эта тема еще и потому актуальна, что мы пока что первый субъект Российской Федерации, который представил на рассмотрение правительства России схему комплексного развития Республики Саха-Якутия до 2020 года. Значит, предполагается не только сохранить наши действующие отрасли промышленности, но и создать совершенно новую для Республики Саха-Якутия и на этой базе обеспечить экономический рост. При этом, конечно же, мы должны уделить большое и особое внимание поддержанию состояния действующих отраслей. Я еще раз говорю, это задача, которая требует десятков миллиардов рублей и усилий, значит, и правительства Республики Саха-Якутия и наших действующих предприятий. Ну, для примера я могу сказать, что необходимо нам построить 4 шахты глубиной по 1100 метров, только для того, чтобы поддержать уровень алмазодобычи на том уровне, на котором сейчас мы находимся. Эта задача, значит, чрезвычайно сложная, как в техническом отношении, так и финансово емкая. Один подземный рудник стоит 30-45 миллиардов рублей. То же самое нам предстоит сделать в золотодобывающей промышленности. Необходимо освоить совершенно новые технологии кучного вычелачивания, биологического вычелачивания. Необходимо вовлечь совершенно иные месторождения иного класса, чем мы раньше занимались. В угольной промышленности мы должны перейти на подземный способ добычи угля. Это важнейшая задача. Ее надо решать, и она должна всегда находиться в поле внимания как республиканских, так и федеральных органов государственной власти. Но, с другой стороны, мы должны создать целый ряд совершенно новых отраслей, которые не было в республике, или же которые находились в зачаточном состоянии. Это и нефтедобывающая промышленность, газодобывающая промышленность, нефтеперерабатывающая промышленность, газоперерабатывающая промышленность, газохимическая промышленность. Это добыча и производство урановой руды и целый ряд других инвестиционных проектов, в которых насчитывается примерно 2 десятка. Но я хотел бы подчеркнуть, что существует одно фундаментальное обстоятельство. Ничего невозможно сделать, если не решить 2 вопроса. Если не решить вопросы подтягивания инфраструктурных отраслей.
коренным образом изменить транспортную систему Республики Саха-Якутия и энергетическую систему. Кроме газовой промышленности, нам предстоит еще вовлечь в эксплуатацию целый ряд других месторождений. Например, самое крупное в Российской Федерации, одно из самых крупных на планете месторождение урановых руд, где мы должны к 2012 году добывать 5000 тонн урана. Это важнейший проект, который находится под особым контролем правительства Российской Федерации. Освоение железорудных месторождений и создание, короче говоря, примерно 15 крупнейших предприятий, в том числе возможно создание Дальневосточного металлургического комбината. Вот это основа, значит, этой схемы. Понятно, что схема развития предусматривает также и поддержание сельского хозяйства и задает определенные параметры его эффективности и так далее. Но в целом на ее реализацию потребуется 2,5 триллиона рублей. И из них 500 миллиона должно уйти на создание инфраструктуры. И, конечно же, важнейшее из них – это создание энергетических мощностей. Значит, мы должны создать, во-первых, Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс. Здесь уже Сергей Вадимович упоминал его, когда говорил о рисках, которые существуют в нашей схеме развития производительных сил. Но я хочу сказать, что на самом деле главная цель создания Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса не является экспорт электроэнергии в Китае. Он рассматривается как одно из возможных направлений. Главная его задача – покрытие новых нагрузок, которые возникают с реализацией целого ряда вот этих инвестиционных проектов, о которых я говорил, плюс, значит, замещение тепловой генерации, которая существует на Дальнем Востоке и приводит к тому, что тарифы на Дальнем Востоке вдвое больше, чем в целом по Российской Федерации. И это главная проблема, которая только существует среди экономических проблем в нашем Дальневосточном федеральном округе. Для того, чтобы заместить ее более дешевой электроэнергией гидрогенерации. Но строительство гидроузла, на самом деле, это не самое главное, не самое важное. Или как бы важное, но оно может осуществиться по этапам. Но гораздо важнее, это, конечно же, создание линий электропередач, которые смогли бы, пункт первый, объединить 3 изолированных энергорайона Якутии между собой. Пункт второй, объединить изолированную энергосистему Магаданской области с Якутской. Значит, пункт третий, соединить нашу энергосистему с Иркутской. А так как южная энергосистема Якутии связана цепями линий электропередач Садового Востока, то впервые в истории будет создан единая энергетическая система нашей страны и будут наконец-то задействованы свободные мощности, которые у нас сегодня есть в Магаданской области Республики Саха-Якутия. Конечно же, крупнейшей транспортной задачей является строительство железной дороги Беркакит-Тамот-Якутск. Основные решения по этой дороге приняты. Дорога находится в стадии строительства. И в случае, если она придет в город Якутск, и одновременно и синхронно с этим мы завершим строительство широтных автомобильных дорог Якутск-Магадан и Якутск-Иркутск, значит, плюс наши республиканские дороги Амга, Кобя и целый ряд других, то мы создаем надежную транспортную систему, которая позволит 50% территории республики обеспечить круглогодичным завозом. А сегодня только 7% территории имеет круглогодичный завоз. Но самое главное, что на этих 50% территории республики проживает 90% населения и производится 96% валового регионального продукта. Иначе это мы таким образом можем сказать, что за исключением арктических населенных пунктов Якутия избавится от необходимости северного завоза. Вот в совокупности мы получим те эффекты, о которых я говорил, рост валового регионального продукта, и рост, самое главное, доходов населения, и решение первоочередных социальных задач. Но самое главное, что это послужит катализатором развития, значит, всего Дальнего Востока. Потому что нет ни одного нашего крупного инвестиционного проекта, который так или иначе не был бы завязан и не решался бы одновременно с решением тех или иных задач у наших соседей. Ну, например, развитие нефтяной промышленности – это наша общая задача иркутян, якутян, Амурской области, Хабаровского края, Приморского края. И заметьте, что и создаются трубопроводные системы, и в соседних субъектах федерации создаются новые мощности по переработке нефти. То же самое касается всех остальных наших крупных проектов. Поэтому, конечно, программа наша будет иметь и огромный эффект для развития Дальнего Востока. И уже сегодня договорено о том,
что она целиком ляжет в стратегию развития Дальнего Востока без всяких изменений, с некоторыми только, может быть, корректировками с точки зрения реальности тех или иных сроков выполнения. Эта программа находится в стадии освоения и реальная. Но ясно, что она не является догмой, что многие решения, которые туда заложены, они вытекают из тех или иных предположений о развитии макроэкономической ситуации в Российской Федерации, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, возможных рынках сбыта. Значит, как известно, развитие экономики, развитие социальной, да и политической сферы идет очень быстрыми темпами, и все меняется. Поэтому нам предстоит еще много раз заглядывать в эту программу, корректировать, принимать иные решения, учитывать риски, о которых говорил Сергей Вадимович здесь. Вот почему для нас очень важен механизм как оценки существующих решений, так и непрерывного мониторинга, аудита, значит, тех решений, которые нам еще предстоит принять в будущем. Я надеюсь, что в ходе сегодняшнего обсуждения вы как раз выскажете такие идеи, и мы тогда в рамках системы управления нашей программы, реализации программы, должны встроить, значит, вот именно аудит стратегических решений. Спасибо. После приветствия от Института полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе участники совещания приступили к обсуждению отдельных аспектов стратегического аудита, в частности, как фактора обеспечения экономической безопасности России. Можно выделить две сферы предназначения стратегического аудита с точки зрения экономической безопасности. Это обеспечение экономической устойчивости за счет контроля баланса стратегических целей и ресурсов мира на данный и текущий период. Ну, своего рода такой объектный аудит, горизонтальный срез пространства управления развитием. И обеспечение процесса формирования и согласования трансформации целей, архитектуры и технологий социально-экономического развития на стратегическую перспективу, включая краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное прогнозирование, реализацию и оценку результатов и анализ последствий. Это то, о чем говорил президент республики, что нет такой иконы, одного какого-то проекта и одного которого вечного хорошего решения. Ситуация быстро меняется и в региональном, и в геополитическом плане, и под нее она подстраивается. На сегодня вот, вершиной развития программно-целевого подхода, стратегирования, является концепция управления целеустремленными архитектурами, которая утверждена в качестве закона Соединенных Штатов, там гора документов принята. И эта концепция гласит, что если вы хотите быть конкурентоспособны, вы должны быть конкурентоспособны одновременно в трех сферах. Управление целями, управление архитектурой и управление технологиями. То, что касается оценки эффективности архитектур, которые существуют, то вот в этом докладе дается возможность для такой оценки. То есть указывается объем ассигнований на главным распорядителям бюджетных средств с указанием целевых статей, указываются показатели, указывается на какие значения количественные и качественные хотят выйти, так сказать, в текущем году, в плановом периоде. И можно решать задачи оценки ресурсоемкости и ресурсообеспеченности тех или иных архитектур и целей. Спасибо. Рябухин Сергей Николаевич, аудитор Счетной палаты. В прошлом году была проведена такая радикальная реформа межбюджетных отношений в рамках радикальных изменений бюджетного кодекса. Вот. Мы в Счетной палате делали оценку этих изменений и ряд серьезных замечаний, которые в анализе мы указали, они были учтены в бюджетном кодексе Российской Федерации. И несмотря на это, все-таки на сегодняшний день остается ряд таких серьезных противоречий в бюджетном законодательстве, в бюджетном строительстве, которые можно было бы так вот охарактеризовать, вот эти парадоксы и противоречия такими несколькими цифрами. Страна впервые в этом году будет иметь 32 триллиона внутреннего валового продукта. Только на уровне федерального бюджета доходы будут составлять 7 с небольшим триллионов, по нашим оценкам, 7 триллионов рублей.
Это не считая консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации. Кроме того, стабилизационный фонд – это уже 10 триллионов. Кроме того, 350 миллиардов долларов США золотовалютный резерв на вес такой. И вот при наличии таких ресурсов, при наличии такого вот потенциала, к сожалению, мы видим, констатируем, что адекватных каких-то мер для развития собственного налогового потенциала субъекта федерации не происходит. Разрыв в социально-экономическом развитии наиболее развитых субъектов федерации, к которым относятся в том числе Якутия, и 10 наиболее бедных регионов, если вот анализировать десятильную такую вот по десятильной группе, то вот этот вот разрыв все больше и больше увеличивается. Вот эти вот противоречия, они очевидны межбюджетных отношений, на что мы обращаем внимание в своем заключении Счетной палаты Российской Федерации на трехлетний план бюджетного строительства. Методика деятельности контрольных органов постоянно совершенствуется, и совместные контрольные мероприятия с Счетной палатой Российской Федерации и субъектов Федерации уже стали нормой. Аудит эффективности, который еще несколько лет назад считался большинством аудиторского сообщества как преждевременный шаг, стал неотъемлемой частью ежегодного плана любого аудиторского направления Счетной палаты Российской Федерации. Вот и сегодня, собственно говоря, мы обсуждаем еще одну методическую составляющую будущего финансового контроля – это стратегический аудит. Не скажу, что он однозначно воспринимается сегодня контрольно-финансовым сообществом. Даже в рамках Счетной палаты Российской Федерации идет по этому поводу жаркая дискуссия, градус которой порой зашкаливает. Видимо, поэтому Счетная палата решила открыть региональное обсуждение этого вопроса именно в Якутии, где, как уже сказал Вячеслав Анатольевич, люди, собственно говоря, крепкие, привыкли вот к 100-градусным перепадам. Тем не менее, мы изначально понимаем, что за стратегическим аудитом будущее, и нам никуда не деться от долгосрочного планирования. Стратегический аудит, в нашем понимании, представляет собой оценку реализуемости целей последствий ресурсной политики. Стратегический аудит социально-экономического развития регионов – это оценка соответствия ресурсных показателей возможностям достижения перспективных стратегических целей, установленных руководством региона, и ожидаемым последствиям. Основой для стратегического аудита являются результаты финансового аудита, проверок и ревизии, а также аудита эффективности. Коротко, основные положительные аспекты, которые мы отмечаем в стратегическом аудите. Это выработка управленческих решений, основанных на экономической оценке развития конкретных регионов и отраслей народного хозяйства от нескольких лет вперед до нескольких десятилетий. Оптимизация ресурсов, направляемых на решение конкретных проблем, учет всех финансовых, социальных и природных факторов и ресурсов. Концентрация всех ресурсов на достижении приоритетных целей развития регионов, обеспечение качество жизни, экономический рост и другое. Несмотря на положительные стороны стратегического аудита как комплексного метода государственного финансового контроля, присутствует опасность глобализации проблем, когда за большой проблемой можно не заметить важного аспекта развития. В целом мы поддерживаем тенденцию развития стратегического аудита как систему результирующего элемента финансового аудита и аудита эффективности. Если говорить коротко о результатах контроля Счетной палаты по вопросам недропользования Республики Саха-Якутия, то можно отметить, что в 2006 году по результатам проверки ряда акционерных обществ крупных недропользователей Якут-Уголь, Алдан-Золото, Эльга-Уголь было установлено, что основные проблемы природопользования заключаются в том, что государственная политика, нормативно-правовое регулирование в сфере изучения и использования воспроизводства охраны природных ресурсов в 2004-2006 годах осуществлялись на базе устаревшей законодательной базы. Это сдерживает прирост частных инвестиций в геолого-разведочные работы, направленные на воспроизводство минеральной сырьевой базы на 20% в год и не позволяет поднять уровень коэффициента извлечения полезного ископаемого на 5-10% выше проектного, а также сдерживает увеличение объема добываемых полезных ископаемых.
проведение контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий с участием контрольно-счетных органов, усиление методической работы, особенно в части аудита эффективности, совершенствование нормативной базы позволят выйти на новый уровень государственного финансового контроля, стратегический аудит социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Председатель правительства республики коснулся итогов и сложностей в реализации федеральной программы развития Дальнего Востока. На снижение эффективности вложений на эту программу повлияли корректировка 2002-2003 годов, в результате которых значительно сократилось финансирование программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья. Общий объем финансирования программы в сопоставимых ценах по сравнению с первоначальным вариантом снизился в 5 раз. Лимиты федеральных ассигнований уменьшились в 13 раз. В результате третьей корректировки, которая произошла в 2006 году, общий объем финансирования программы составил 47 миллиардов рублей. Всего на Дальний Восток. Но если характеризовать на примере Республики Саха-Якутия, то в программы были включены 15 объектов Республики Саха-Якутия с объемом финансирования 6,9 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета 2,3 миллиарда. Но за последние годы из того объема, который мы должны были получить из федерального бюджета, получили 936 миллионов рублей при предусмотрении 2,3 миллиарда. При этом на софинансирование объектов программы, государственной программы непосредственно из государственного бюджета республики было выделено 1,6 миллиарда рублей. Поэтому как бы обязательства со стороны субъекта Российской Федерации были выполнены, но, к сожалению, в целом программа не только в Республике Саха-Якутия, но и по другим субъектам Российской Федерации программа на сегодняшний день не выполнена. В связи с недостаточной проработанностью самой программы, первая причина, низким уровнем финансирования, в результате цель и задачи как бы не достигли. Сегодня одной из задач новой государственной политики должно стать формирование макрорегиона, встроенного в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона и объединенного с центральными регионами страны транспортными коммуникациями, имеющими общую энергосистему, системы нефти, газа, проводов. И сегодня правительство республики считает, что корректировка программы и принятие обоснованных решений о поддержке крупных проектов должно осуществляться на основании долгосрочной стратегии, где проекты регионального развития должны носить взаимодополняющий характер, скоординированным по срокам и очередности реализации цели эффективного использования тех вложенных ресурсов, которые, в принципе, сегодня же планируются. За овальным столом собрались в первую очередь единомышленники, для которых, конечно, стратегическое планирование – это путь к успеху. Хотелось бы буквально в 2 словах, с учетом тематики и направления, которое я возглавляю, обратить ваше внимание на вопросы эффективности использования имущественного комплекса. Как мы понимаем, это одна из основ эффективной реализации любой стратегии, программы, концепции, чего угодно. Буквально в 2 словах, так как мы на сегодняшний день обсуждаем методологию стратегического аудита, и в наших выступлениях уже не раз звучало, что основной задачей является проведение оценки реализуемости поставленных целей и последствий социально-экономического развития на основе прогноза и анализа. Как следствие экономических результатов от управления и распоряжения имущественным комплексом, соблюдение баланса между наличием этих ресурсов и их использованием. При проведении стратегического аудита органами внешнего контроля оценка экономической реализуемости производится по мере как формирования, так и реализации программы социально-экономического развития региона, для чего должна быть создана вертикально интегрированная система концепций социально-экономического развития страны в целом, об этом мы говорили, региона и муниципального образования. То есть это единый механизм. Основным компонентами таких концепций являются цели, задачи, средства их достижения и решения, время исполнения решений, состав, структура управления, и так далее. В настоящее время в условиях становления проектно-программного государственного управления ресурсами рядом регионов, в том числе и Республикой Саха, мы наглядно убедились в этом.
Новгородской, Иркутской областями, Карелией, Санкт-Петербургом, Москвой такие концепции долгосрочной программы развития уже сформированы. В большинстве субъектов идет активный процесс их формирования. Мы приятно, не могу сказать, что удивлены, мы знакомились с вашими материалами, приятно озадачены, что имеем возможность на сегодняшний день уже на реальных продуктах, работая с коллегами, получить реальный результат вместе с вами. Спасибо. Надо еще один вопрос нам решить, Сергей Борисович. Это что касается оценки Якутугля в преддверии приватизации. Потому что есть одни расчеты здесь, есть другие расчеты РЖД, есть третьи расчеты Минэкономики. Расчеты должны быть объективные, а не конъюнктурные. Я думаю, что этот вопрос мы должны будем сегодня еще обсудить после нашей конференции. Да, спасибо. Слово предоставляется председателю Госсобрания Республики Саха-Якутия Тимофееву Миргуну Семеновичу. Пожалуйста. Нет сомнений в том, что государственный финансовый контроль должен работать именно на повышение эффективности вложения бюджетных средств и управления государственной собственностью. В связи с этим представляется необходимым совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей более результативное функционирование контрольных органов, в том числе Федерального закона о государственном финансовом контроле. Хочу отметить, что в марте прошлого года нами был принят закон Республики о государственном финансовом контроле, установивший единые формы и порядок осуществления государственного финансового контроля в республике. Принятие этого закона позволяет нам более четко распределить функции между органами государственного финансового контроля, устранить дублирование и пресечение функций, обеспечить взаимодействие этих органов и более четко регламентировать их взаимоотношения. Следующим шагом в укреплении системы контроля стала инициатива президента республики о создании независимого органа государственного финансового контроля республики. И в настоящее время разрабатывается проект закона о Счетной палате Республики Саха-Якутия. Через 1,5 года 40% консолидированного бюджета будет перемещено непосредственно в муниципальное самообразование. Мало того, что надо подготовить порядка 25-30 тысяч специалистов, которые там будут работать, надо же контролировать эти вещи. В каждом муниципалитете счетную палату мы не посадим, слишком дорогое удовольствие. Нагрузка будет ложиться на вашу счетную палату. Поэтому я бы очень хотел, чтобы результатом нашей конференции, кроме всего прочего, было бы и то, что вы сказали, то, о чем говорил Вячеслав Анатольевич, это серьезное укрепление Счетной палаты Якутии. Спасибо большое за вашу позицию и выступление. Сегодня чрезвычайно важный и продуктивный разговор происходит здесь, на земле Якутии, в том субъекте Российской Федерации, который, как тут было правильно замечено, допустил наименьший спад в период 90-х годов. И было достигнуто это колоссальным трудом тех людей, которые живут на этой земле, и правильными управленческими решениями, которые принимались правительством республики. И то, что мы сегодня обсуждаем, это новое направление, стратегический аудит здесь, а не в Давосе и не в Лондоне, как делалось это раньше, это тоже хороший симптом тому, что все-таки мы сами себя начинаем уважать. Стратегия и аудит, совместимы ли эти понятия? Я считаю, что они совместимы, и часть этого аудита мы на сегодняшний день уже проводим. Речь идет об аудите эффективности. Фактически это аудит реализации проекта. И вот то направление, которое я возглавляю в Счетной палате, мы такой аудит проводим. Объективная оценка со стороны, которая будет увязана с объективной логикой развития событий в мире, в стране и в регионе, как раз и есть наша работа с точки зрения стратегического аудита. Положительно оценив опыт республики в области стратегического планирования, участники коллегии Счетной палаты России приняли итоговые рекомендации по реализации перспективных программ развития региона. Я признателен Вячеславу Анатольевичу, что это его инициатива была провести в Якутии. В общем-то, первое выездное заседание, по сути дела, коллегии Счетной палаты и Ассоциации Счетных палат России по теме стратегический аудит, о чем мы здесь и говорили. Если очень коротко, доступным, понятным языком, значит, страна переходит на совершенно иное планирование. Не просто распределение денег. Знаете, как раньше было? Сегодня дали столько, завтра дадим столько. Как прожили, так и проживем. Да и бог с ним. Мы переходим на системное, инновационное проектное планирование.
Под это выделяются специальные средства. Прежде чем давать деньги, надо посчитать последствия, посмотреть специфику региона. Есть приоритеты в Саха-Якутии, о них сегодня говорили, я не буду повторяться, Вячеслав Анатольевич знает лучше. Отсюда необходимо совершенно иной экономический подход, отсюда и бюджетная стратегия нашей страны. Отсюда и работа контрольно-отчетных органов. Не просто посчитать, дошла бюджетная копейка до получателя или нет, а как это в первую очередь и главное повлияло на качество жизни населения, на демографическую политику, на экономическую безопасность, да просто на безопасность человека. Вот именно это мы сегодня проговорили. Это, кстати, первый такой серьезный разговор в нашей стране. Мы начали именно с Якутии, чтобы было понятно, что Якутия, что у нас кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара есть еще и Якутия, или, может быть, наоборот сказать. И, во-вторых, мы не зря выбрали этот регион, потому что та программа, которая есть в развитии Якутии до 2020 года, 2012 года, тут несколько этапов у нее, она очень серьезная и интересна. Она очень серьезная и интересна. И то, что мы воочию сегодня смогли посмотреть два проекта, ну, конечно, коротко, я понимаю, и все же. Это все, что касается медицины, опять же, вопросы демографии, генное паспортизирование проводится. Одно из лучших, я скажу, не только в России, но и в Европе. Вопрос решения образования, вопрос развития АЛРОС, газовых, нефтегазовых отраслей экономики. Город меняется, потому что совсем простым языком. Вопрос решается ветхого и аварийного жилья. Это все вкладывается в ту самую стратегию, под которую и должны выделяться бюджетные средства. Ну и самое главное, я абсолютно убежден, что у Якутии есть все возможности. Надо налаживать постоянную систему мониторинга и постоянную систему оценки будущих действий, потому что действия же, они идут одно за другим в изменяющие условия, в изменяющей обстановке, догм никаких нет, и поэтому вот вопросы методики аудита, стратегического аудита, не то что там проверки контрольной какой-то, а оценки постоянной тех или иных решений с точки зрения их эффективности, они чрезвычайно важны, и мы считаем, что совершенно вовремя Счетная палата Российской Федерации вопросом занимается, для нас они представляют особый интерес, поэтому тут все одно к одному совпало.